Доброе утро еще раз всем. Мы сегодня начинаем нашу конференцию в дистанционном формате по планированию нашей деятельности на 2022 год. Наше совещание проводится в дистанционном формате на платформе Zoom. И сейчас слово я предоставляю директору Национальной библиотеки Тенсиной Татьяне Владимировне, которая поприветствует, во-первых, нас, а во-вторых, расскажет о приоритетных направлениях деятельности общедоступных библиотек в 2022 году в рамках реализации стратегии развития библиотечного дела до 2030 года. Татьяна Владимировна, вам слово. Доброе утро, уважаемые коллеги. Рада видеть вас всех в добром здравии. Слышно меня? Меня слышно? Слышно меня? Хорошо? Надежда Владимировна. Конечно, я вот смотрю, мы не совсем еще привыкли к онлайн-режиму совещаний, хотя это уже мы практикуем, будем практиковать 3-й год. Мы в новом здании осваиваем оборудование. Я очень надеюсь, что в ближайшем будущем мы сами уже приобретем, подключимся к платформе Zoom, и нам не придется с вами перезапускать программу. У нас будет время не ограничено. Конечно, я смотрю, у нас за нашими спинами разные виды, у кого какие, поэтому здесь тоже мы будем обращать внимание на то, даже для обучения наших руководителей библиотек и специалистов, для того, что также по организации онлайн-совещаний, форумов, потому что это тоже требует определенного регламента. Вот у меня даже за спиной, я смотрю, у меня очень такой экзотичный вид. Вот. И, конечно, все то, что мы уже привыкли с вами, наверное, к удаленному режиму, и те документы, которые сегодня приняты на уровне правительства Российской Федерации и международным библиотечным сообществом, они как раз и говорят тоже о тех тенденциях, которые имеют общемировое значение. И изучив, так скажем, ряд документов, к чему, вот о чем я вам сегодня хотела бы рассказать. Получили ли вы приглашение на юбилейную онлайн-конференцию библиотеки иностранной литературы? Вот они к своему юбилею, к этой конференции, выработали 20 основных тенденций, влияние которых станет определяющим в развитии библиотечной отрасли в ближайшие годы. Нет смысла мне сегодня перечислять вот эти 20 основных тенденций, но они очень противоречивы. И вот если говорить о том, что, конечно, в чем самая главная тенденция, что мы с вами работаем в условиях пандемии. И, наверное, сейчас уже вы столкнулись с теми проблемами об ограничении посещений жителями библиотек. Все верно говорю, через QR-коды пропускать. Конечно, давайте я вот остановлюсь, так скажем, с первой так мировой тенденцией, что мы медленное восстановление, не то что восстановление, а еще и живем прямо в эпицентре пандемии COVID-19, и что, в какую мы там, в каких ограничениях мы стали работать с 15-го, да, получается, с 15-го, даже ранее уже вот ноября. То есть посещение библиотеки возможно по предъявлению QR-кода. Есть трудности в этом. Конечно, у нас по учреждению Национальной библиотеки мы подготовили документ с Аленой Владимировной. Это временные правила посещения Национальной библиотеки.
И сказать, что это беспроблемно идет, я не могу. Конечно, есть посетители, которые категорически отказываются предъявлять QR-код. Хотя мы устройство, естественно, оснастили сотрудников отдела регистрации, которые встречают посетителей. И, естественно, вся нагрузка легла на этих сотрудников вот, разрешать конфликты. И, конечно, мы не будем выталкивать посетителей, применять там физическую силу. Температуру измерили. Есть возможность обработать руки, и что у нас подключены очистители воздуха, бактерицидные. Так что все меры приняты. И полномочий звонить 02 тоже нет смысла. Поэтому мы договорились так, что мы фиксируем, да, что сегодня, вот, например, в читальном зале у нас находится 2 посетителя, которые категорически отказываются предъявлять QR-код. И на сегодняшний день законодательство, оно не дает нам прав ограничивать свободы, права человека. Не слышно меня? Вот, я уже думаю, что снова меня не слышно. Поэтому будут контролирующие органы. Мы, конечно, доведем до их сведения, что есть такие посетители, если у них есть на то полномочия, естественно, они примут меры. Ну, в общем, мы работаем вот в таком режиме. А сотрудники оснащены смартфоном для считывания QR-кода. Вот это, так скажем, одна из тенденций, которая в мировом масштабе. Сегодня я очень сомневаюсь, что это временные правила будут очень временными, как бы они у нас не задержались на долгое время. И следующие какие тенденции, что насколько они полярные. Вот если виртуальный режим стал нормой для нашей работы, и в то же самое время люди стали больше ценить живое общение. И как раз вот библиотека становится той площадкой, которая может предоставить человеку реализацию своих, так скажем, желаний, общения, самореализации. И еще те тенденции, что население стало очень мобильным. И мы с вами, я надеюсь, готовы жить в поликультурном мире, в многонациональном мире и учитывать обязательно эти тенденции. И, конечно, снова огромный блок тенденций, который связан именно с непрерывным образованием человека в течение жизни, что сейчас уже нет такого понятия, что ты выбрал профессию, она тебе на всю жизнь, что мир меняется с такой скоростью, вводятся новые процессы, технологии, поэтому человек просто вынужден учиться всю жизнь, и библиотека обязана способствовать. Это наша ниша с вами. Но опять для того, чтобы быть интересными, конечно, у нас должны быть готовы ресурсы. И электронные ресурсы, и наш библиотечный традиционный печатный фонд. И та проблема, которая существует сейчас в мире, выделяется, это приватизация знаний. То есть многие технологии, инструменты, они принадлежат какой-то частной компании. И, конечно, здесь, опять же, нужно иметь на то финансовые средства, чтобы эти ресурсы, иметь доступ к этим ресурсам. Я имею в виду, конечно, информационным, что касается нашей деятельности. Ну и, конечно, признается важность информационной грамотности. И вот я говорю, вот посмотрите, ценность, я и говорю, что есть тенденции, которые противоречивы, полярны.
Если человек нуждается в образовании, значит, должен быть спрос на наши библиотечные услуги. И в то же самое время технологические процессы, они, значит, темпы цифровизации общества, они ускоряются, и более совершенный поиск информации, доступ к информации, и это, так скажем, конкуренция библиотекам и вообще ставит открытый доступ к информации, ставит под вопрос востребованность наших библиотечных услуг. И вот исходя из этих тенденций, мы должны строить с вами сегодняшнюю деятельность, планировать свою работу. Изучив стратегию развития библиотечного дела Российской Федерации на период до 2030 года, которая была утверждена 13 марта 2020 года правительством Российской Федерации, вот совершенно верно, это очень такой, я бы сказала, документ подготовлен очень профессионально, глубоко, написан доступным языком. Я надеюсь, что вы все знакомы с этим документом, уважаемые руководители. И как раз эти тенденции, если библиотека иностранной литературы более, так скажем, ну, на той иностранной литературы в целом в мире собрали те проблемы, то, конечно, стратегия развития библиотечного дела, она подготовлена по опыту работы библиотек Российской Федерации, причем разного ведомственного значения. И те проблемы, которые нас волновали уже не одно десятилетие, они все обозначены. То есть для того, чтобы обозначить основные стратегические направления деятельности библиотек, развития библиотек, очень глубоко проанализирована сеть проблем, с которыми столкнулись наши учреждения. Конечно, первая проблема, наверное, которую мы всегда выделяли, это очень слабая материально-техническая база. Следующая – это проблема, и мы не можем быть привлекательными для населения, не имея помещений комфортных для посещения. Это недофинансирование, не то что недофинансирование, вообще очень низкая обновляемость библиотечного фонда и старение библиотечных кадров. Вот это три основных проблемы, очень серьезных проблемы. И как раз я вот уже 30 лет работаю в отрасли, я бы сказала, что документ «Стратегия развития библиотечного дела» вот это для меня, как для человека, влюбленного в свою профессию, это просто восторг. Вот на самом деле давно не было такой серьезной государственной поддержки библиотечного дела. У нас с вами национальный проект, который субсидиями из федерального бюджета поддерживает модернизацию библиотек. Это библиотека нового поколения. И этот процесс активно идет и будет продолжаться, что эффективность уже, так скажем, вложенных федеральных денег оправдала себя, что и количество посещений. Хотя, конечно, все делалось у нас для того, чтобы держать те цифры посещений и книговыдач, которые мы с вами закладываем в государственные муниципальные задания. Но, тем не менее, конечно, качество предоставления услуг – это совсем иное. И первый год, когда серьезная, опять же, серьезная федеральная поддержка – это комплектование библиотечных фондов. И я очень рада, что это не только муниципальные библиотеки, но и государственные. Где-то мы даже уже государственные библиотеки, так скажем, завидовали муниципальным библиотекам, что и можно участвовать в проектах модельной библиотеки, и
пополнение библиотечного фонда. Были времена, когда у Национальной библиотеки не было вообще ни одной копейки выделено из бюджета на пополнение фондов, и те лакуны, которые у нас возникли в фонде, их уже, конечно, не восполнить. И отрадно, что это вот в стратегии, в стратегических направлениях заложено очень основательно, что это и будет такая поддержка продолжаться и в будущем. Также, конечно, уделено особое внимание это сохранности печатного наследия книжных памятников. Это тоже национальный проект. И вообще развитие библиотечного дела, оно основано на следующих принципах, которые, опять же, эти принципы выработаны, исходя из международных документов правовых, профессиональных каких-то деклараций, и исходя из государственной культурной политики. Конечно, во главе угла стоит это сохранение российской культуры, традиционных ценностей. Это в первую очередь в интересах национальной безопасности. Это создание условий, способствующих всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному, творческому развитию детей и подростков, воспитанию в них патриотизма, гражданности, уважения к старшим. Повышение качества жизни через обеспечение прав граждан на доступ к объективной, достоверной и безопасной информации посредством библиотечного обслуживания. Обеспечение свободы выбора и способов и средств доступа к информации, получения знаний в цифровом, электронном, бумажном виде. Обеспечение максимальной актуальности, полноты, открытости, достоверности и доступности информации. Обеспечение развития информационной инфраструктуры для равного доступа к государственным и муниципальным услугам. Информация о культурной, духовной, научной, экономической жизни общества. Пространству знаний в электронной среде. Сохранение и развитие библиотек как площадок офлайн коммуникаций, о чем я говорила в первой части, что наступает цифровая интоксикация и естественная потребность человека вести диалог, беседу, глядя в глаза друг другу, ощущая свою энергетику. И как раз я считаю, что это очень, вот так скажем, наша позиция в этом выигрышная библиотека, и нам нужно на это уделять особое внимание. Ну и предоставление информации и услуг, способствующих поддержанию высокого культурного и образовательного уровня граждан Российской Федерации. И указана необходимость развития механизмов межотраслевого взаимодействия и координации деятельности заинтересованных федеральных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Получается, я немножко выступление сделала так, что уже предпринято, и, конечно, вот исходя из принципов стратегии, формируется план реализации стратегии, это и национальные проекты, и то, что та поддержка, которую мы сегодня видим. Вот вчера в новостях сюжет был, очень тоже меня порадовало, это библиотека одной из общеобразовательных школ города Ижевска, она получила грант по конкурсу эффективного бюджетирования, и насколько тоже библиотека преобразила свое пространство. То есть я говорю к тому, что не все у нас библиотеки по критериям подходят, например, вот для заявки на библиотеку нового поколения, модельную библиотеку. Но, тем не менее, находят способы привлечения дополнительных средств для того, чтобы в корне изменить среду библиотеки,
И я к тому, коллеги, что в этом направлении нам обязательно нужно двигаться. Стратегия государственная Российской Федерации, она имеет 3 варианта развития. Конечно, акцент делается на базовый, сколько должно быть модельных библиотек. Но, тем не менее, даже где-то темпы ускоряются. Это тоже очень радует, что такой инновационный путь развития даже нам по плечу уже. Поэтому мечтайте. И если вы хотите, чтобы ваша библиотека стала привлекательной, но я надеюсь, что большинство у нас библиотек очень любимы местным сообществом, но если вы хотите что-то изменить, вы обязательно это сделаете. Вот мы добились, на самом деле мы ждали 10 лет того, чтобы въехать в свое историческое здание, здание Национальной библиотеки. И мы этого добились вместе с вами, всем сообществом. И я надеюсь, что когда Центральная библиотека выглядит и внешне очень достойно, конечно, нам предстоит с коллегами большой путь еще и технического оснащения. Мы оснащены на сегодняшний день только на 10% от того, что заложено в проекте реконструкции. Но главное, что это заложено, и мы это сделаем. Поэтому, конечно, если центральные библиотеки, вот тоже одна тенденция такого неравенства, наверное, положения, что крупным библиотекам, конечно, они быстрее развиваются в технологическом, так скажем, в оснащении техническом, то маленьким библиотекам это сложнее. Но, тем не менее, у маленьких библиотек есть какие-то другие преимущества, когда каждый читатель, он находится, так скажем, на индивидуальном обслуживании. И это очень ценно. Надежда Владимировна, я уложилась по времени? Я не перебрала по времени? Нет, все хорошо. У вас есть еще, в принципе, небольшой... Да, и вот то, что у меня осталось время, у нас меняются, так скажем, руководители. Я не остановилась на таком важном направлении, как подготовка кадров, что заложено в стратегии. Это очень важное направление, и тоже это уже чувствуется, что на это обращает внимание Министерство культуры Российской Федерации. И вообще стратегия, она, так скажем, под особым вниманием. Реализация на основных направлениях стратегии Министерства культуры Российской Федерации и региональных исполнительных органов культуры. У нас Министерство культуры Удмуртской Республики. У нас идет смена на более молодое поколение руководителей. Вот в Завьяловском районе Жуйкова Галина Федоровна, она ушла на заслуженный отдых и сейчас исполняет обязанности. Информация сегодняшнего дня у меня такая. Сабленко Евгения Викторовна. Правильно я говорю, Завьяловский район, где-то Людмилу Валентиновну я видела здесь, теперь не вижу. В Шарканском районе Вяльцева Наталья Павловна на заслуженный отдых ушла, и сейчас директором назначена Широбокова Марина Николаевна. Я желаю, конечно, больших успехов, сил, здоровья для решения задач. Времен никогда простых не бывает, у каждого времени есть свои сложности, но тем не менее, когда есть желание работать, это интересно работать. У нас очень хорошая профессия, я всегда об этом говорила и говорю. Вот. И, конечно, ушли вот, и Галина Федоровна, и Наталья Павловна, это очень сильные руководители, авторитетные, уважаемые люди в местном сообществе. Ну, дай Бог новому поколению достичь вот такого же авторитета, уважения, признания, как это ваши предыдущие коллеги, наставники это заслужили. Уважаемые коллеги, ко мне вопросы будут? Я уложилась. Все, я смотрю полностью. Пока, видимо, вопросов нет, Татьяна Владимировна. Пишите в личку. Да, мы пока
К сожалению, не имеем телефонов, стационарных телефонов, поэтому связь поддерживаем только через электронную почту и через сотовые телефоны. Сегодня уже установят. Нам уже все, номера нам дали, все коды дали. Теперь нам надо только вот эту мини-ЭТС отладить. Но мы обживаемся, мы обживаемся. Да, да, мы как те новоселы, которые буквально вот все тихонечко познаем в процессе деятельности. Вопросы, Надеюсь, я не скучно выступила. Но документы серьезные очень. И зачитывать сплошь тоже не имело смысла. Вот как, наверное, я свое восприятие этих документов. Большое спасибо, Татьяна Владимировна. И, коллеги, у нас заканчивается с вами время, поскольку мы подключались и апробировали наше с вами устройство, поэтому я предлагаю сейчас выйти из конференции и перезагрузиться, чтобы у нас с вами следующий доклад не прерывался на половинке. Всем успешной работы. Для всех.